Вилюйский улус всегда славится своими первыми людьми, событиями и достижениями. Первый якутский ученый с мировым именем, первооткрыватель синтетического каучука, один из основателей автономии в Якутии, первый герой труда в Якутии. Единственный район с 9 героями, 3 героя Советского Союза и 6 героев социалистического труда. Первый и единственный якутский народный учитель СССР. Первый и единственный улус, который подписал соглашение с государственной корпорацией Роскосмос. Первыми символы нашего района побывали в космосе. На сегодняшний день продолжателями дела великих вилючан является первая школа, которая гордо носит имя первого секретаря Якутского обкома КПСС, руководившего республикой 17 лет, Гавриила Иосифовича Черяева. Гавриил Иосифович Черяев родился 4 апреля 1925 года в селе Каданда первого чучунского наследия Вилюйского района. В 1943 году в возрасте 18 лет был призван в армию. Участвовал в боевых действиях и дошел до Порт-Артура. Один из участников освобождения Китая от японского ига. В 1950 году мобилизован из Красной армии в звании старшего лейтенанта. Работал в системе народного образования и экстерном окончил историческое отделение Якутского педагогического института. Первым секретарем Якутского обкома КПСС был избран в 1965 году. При Гаврииле Иосифовиче республика динамично развивалась, жила полноценной многогранной жизнью. Имя Гавриила Иосифовича Черяева в Вилюйской средней школе номер 1 Вилюйского района Якутской АССР присвоили 9 февраля 1983 года. Гавриил Иосифович Черяев в нашей школе учился с 5 по 9 класс. В годы войны учителя школы и его одноклассники были мобилизованы в армию, а его назначили учителем математики и военного дела. Так он начал свою трудовую деятельность. Гавриила Иосифовича Черяева ценило руководство страны. Он был уважаемым и авторитетным человеком в родной республике. Является кандидатом экономических наук и награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, 2 орденами Трудового Красного Знамени и многими медалями. В 2018 году школа успешно защитила инновационный проект и получила статус республиканской инновационной площадки. Третий год наши учащиеся принимают активное участие в республиканской экспедиции Саха-Ичата промышленностка. Учащиеся технических классов показывают высокие результаты на олимпиадах. По соглашению с госкорпорацией Роскосмос в школе создан инженерно-аэрокосмический класс. Они являются призерами и победителями республиканских олимпиад. Участниками экскурсий космодрома «Восточный» и «Звездный городок». Ученики школы имеют большие достижения в спортивных соревнованиях, защищают честь республики по легкой атлетике, вольной борьбе, северному многоборью. Среди них призер первенства Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике. Команда школы ежегодно защищает честь улуса и республики на всероссийских президентских играх в городе Сочи. Мы являемся победителями и призерами всероссийских и республиканских фестиваля «Джогур», Олимпиады «Старт в космос», Олимпиад среди школьников, научно-практических конференций, дипломантами первой степени 7-й Всероссийской конференции «Тропой открытий» Вернадского в городе Москва. Юноармейцы отряда Воздушно-космические силы Российской Федерации Евгения Васильевича Хрунова за высокие достижения и успехи в учебе, в общественной работе награждаются медалью имени Федора Поморцева и знаком «Юноармейская доблесть». В школе работает пресс-центр «Ориентир» и честно взаимодействует с издательским центром «Кескель», редакцией «Олохсола», Музеем народного образования, пресс-центрами школ республики. Сейчас по всей стране открываются первичные отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». И наша школа тоже приняла участие в этой эстафете. Идти первым всегда трудно, ответственно, но очень интересно. Поэтому стать первичной организацией РДДМ для нас является очень значимым событием. Впереди много необычного, яркого и незабываемого. Уверены, что вместе мы сможем все.